Международная федерация УШУ в содружестве с Китайской ассоциацией УШУ и Шанхайским центром радио и телевещания создали новый проект средств массовой информации по освещению деятельности федераций по ушу-кунг-фу из разных стран мира, членов Международной федерации УШУ. На данный момент в состав Международной федерации УШУ входят ассоциации из 160 стран и регионов на 5 континентах. Сегодня мы представляем вам Федерацию традиционного ушу Кыргызской Республики, организацию члена Международной федерации УШУ. В настоящее время президентом Федерации традиционного ушу Кыргызской Республики является Евгений Лопаткин, а генеральным секретарем Наталья Нищерет. Говоря о глубокой связи Кыргызстана с китайскими боевыми искусствами, нельзя не упомянуть великолепный и красочный народный героический эпос «Манас». После тысячелетнего развития он получил широкое распространение среди кыргызов в Китае и кыргызов в Кыргызстане. Являясь культурным достоянием, которым дорожат обе страны, он подробно отражает глубокую дружбу между Манасом, героическим воином Кыргызстана, и принцем Алмамбетом, который хорошо разбирался в практике ушу-кунг-фу. В этом эпосе не только изображена сцена их совместных тренировок, но и зафиксирован драгоценный процесс обучения принцем армии Манаса боевым искусствам. С 2010 года Федерация традиционного ушу Кыргызской Республики активно готовит спортсменов по ушу-кунг-фу для участия в различных мероприятиях высокого международного уровня, таких как чемпионаты мира по ушу, чемпионаты мира по традиционному ушу, чемпионаты мира по тайди-чуань, азиатские игры и чемпионаты Азии. Кроме того, Федерация также регулярно проводит чемпионаты, открытые соревнования, семинары, учебные курсы и различные творческие мероприятия в области боевых искусств, такие как фестивали боевых искусств для спортсменов, тренеров и судей и так далее, создавая хорошую платформу для практического обучения и технического обмена. Нынешний президент Федерации Евгений Лопаткин является основателем Федерации традиционного ушу Кыргызской Республики. Он занимается боевыми искусствами много лет, является чемпионом мира, заняв первое место на чемпионате мира по традиционному ушу в 2010 году в Китае в городе Шиянь, а также добился хороших результатов на многих международных соревнованиях. Евгений Лопаткин является заслуженным тренером и национальным судьей по ушу. Он подготовил бесчисленное количество тренеров и спортсменов по боевым искусствам и воспитал 5 чемпионов мира по традиционному ушу. Он также руководит творческими проектами по популяризации боевых искусств во всей стране. Нынешний генеральный секретарь ассоциации Наталья Нищерет также является выдающимся спортсменом по традиционному ушу, заслуженным тренером и национальным судьей по ушу. Воспитала 3 чемпионов мира. Она совместно с Евгением Лопаткиным руководит образовательным проектом по боевым искусствам, признанным Министерством образования и науки Кыргызской Республики. Написала популярную книгу. Учебные материалы по боевым искусствам пропагандируются по всей стране. Кроме того, важную роль в развитии Федерации традиционного ушу играет мастер Ли Цзяньпин, главный советник Федерации, президент Ассоциации традиционного стиля Сунси Нэйди Цюань КНР, мастер 7-го дуаня. В Федерации традиционного ушу Кыргызской Республики есть бесчисленное количество высококвалифицированных тренеров, судей и спортсменов, занимающихся спортивным ушу, саньда и традиционным ушу. Федерация традиционного ушу Кыргызской Республики активно развивает клубы ушу-кунг-фу в различных регионах страны, провела множество масштабных выступлений на базе театра ушу-кунг-фу Федерации. Выпущены журналы по боевым искусствам, опубликованы информационные и образовательные бюллетени, печатные книги и брошюры и так далее.
популяризирующие культуру традиционных боевых искусств среди людей всех возрастов. Сегодня традиционное ушу, саньдай, оздоровительный тайди-цюань, цигун глубоко любимо жителями Кыргызстана. И здесь насчитываются десятки тысяч жителей, практикующих ушу кунг-фу. Видно, что ушу кунг-фу популярна в Кыргызстане не только как вид спорта, но и как глубокий пласт культуры. В школе ушу кунг-фу Центра Сейтек Федерации традиционного ушу Кыргызской Республики подготовлено 2 заслуженных тренера Кыргызской Республики, десятки тренеров, десятки инструкторов, десятки младших инструкторов, 3 отличника образования, 4 отличника физической культуры и спорта, 1 отличник профсоюзов, 7 судей международной категории, 14 судей национальной категории, более 20 судей первой категории. Подготовлено 8 чемпионов мира, 4 чемпиона Европы, более 80 чемпионов международных турниров, более 150 чемпионов Кыргызской Республики, 2 мастера спорта международного класса, более 20 мастеров спорта Кыргызской Республики, более 50 кандидатов в мастера спорта Кыргызской Республики, сотни спортсменов-разрядников.